В чем проблема сейчас Украины? Ну, это не только там в политической. Проблема в том, что люди голосуют за информационные каналы, и людей, которых они видят на информационных каналах. Вот, У нас да. сейчас колоссальный ресурс имеет ОПЗЖ. Это 3 канала, которые контролируются Медведчуком. Это 112, News One и ЗИК, в которых с утра до ночи просто в уши людям вливаются определенные вещи. У нас появились такие, как Шари, да, которые начинают набирать, и, ну, имея массовую поддержку, которая чисто ФСБшный проект, начинают набирать тоже как бы голоса и раздувать вот это вот в середине как бы ненависти. Ну, вот, среди как раз, Саш, ти якраз заступник голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційного впливу Российской Федерации. Это длинное название, но суть в том, что делать с этими каналами, которые, на мой взгляд, их цель, да, они работают точно так же, на мой взгляд, и против Зеленского. И почему-то я не вижу никаких движений, ну, по крайней мере, внешне, да, для того, чтобы найти этих, ну, они же деньги откуда-то получают, они там, ну, этим надо заниматься просто, да? Как на самотек это все пускать? Смотрите, вы знаете, мы уже закончили, презентовали отчет по работе этой ТСК. И там четко было прослежено и показано, откуда приходили деньги, что там были российские деньги, которые заходили на эти телеканалы. Но здесь один очень важный момент. Вот вы правильно задаете вопрос. Что делать? На самом деле у нас есть большое количество криминальных производств. И в Службе безопасности Украины. У нас отдельно этим занимались, там им информацию предоставляли, госфинмониторинг, и отдельно были вопросы у налоговой про оплату, вообще были ли оплачены налоги с покупки этих телеканалов. Проблема в том, что у нас никто не хочет это расследовать. Я вам скажу, как замглавы ТСК, мы сколько раз не приглашали Службу безопасности Украины, которые обязаны были приходить и предоставлять нам информацию. Не приходили? Они, когда приходили, они каждый раз случайно не того человека присылали. То есть тебе присылают, там, грубо говоря, тебе приходит начальник департамента, да, Службы безопасности. Ты ему задаешь вопрос, он говорит: ой, так это же не моя компетенция, это же другой департамент, вы в другой раз позовите. И таким образом мы писали, ну, и я, и глава ТСК писали очень много запросов на главу Службы безопасности господина Баканова. Вы знаете, он нам отказывался и давать документы, и даже пускать на середину СБУ, чтобы мы там могли ознакомиться с документами, что фактически является нарушением закона про статус народного депутата.